Глава Брешит. The weekly chapter, Breshit. Мы будем сегодня размышлять We will be thinking about today на первом стихе on the first verse 4 главы Бытие, of the 4th chapter, где говорится о первом рождении where людей. it talks about the firstborn of people, Первое потомство во грехе. the first generation in sin, И также and also говорить о рождении от Бога talks about the birth from во God Христе. in Christ. Поэтому я обращаюсь, Therefore I call, дорогой всякий житель планеты dear Земля, person living on the planet Earth, если ты веришь, что Иешуа Иисус if you believe that Jesus Christ the Messiah есть Мессия, is the Messiah, тогда ты от Бога рожден. then you are born of God. 1 Иоанна 5:1. 1 John 1:5. И получил власть быть чадом And Божьим. receive the power to be a child of God. Иоанна 1 глава 1 John 12-13 стих. 12:13. И знай, And know, и всегда помни, and always remember, что как тогда рожденный по плоти that like in the time when you were born, like гнал in flesh, рожденного по духу, you betrayed the one that was by spirit. Бытие 21:9, Genesis 1:29. так и ныне, And now, Галатам 4:29, Galatians 4:21, 29. Тора призывает любить Бога The Torah calls to и love God ближнего. and your neighbor. Всякий любящий Every person рожден от Бога is born of и God знает Бога. and knows God. Всякий рожденный от Бога Everyone born of не God делает греха, does not sin, потому что семя пребывает because в the нем, seed belongs in him, и он не может and he грешить, cannot do sin, потому что for рожден he от is born of Бога. God. 1 Иоанна 1 3:9. John 3:9. Рожденный от Бога хранит себя, Born of God и keeps лукавый не himself safe, прикасается к нему. and the unclean don't Рожденный touch от Бога — это тот человек, him. Those who are born of God are the person который прошел who has went through рождение от воды и духа. the birth of the water. Как об этом Иешуа Иисус говорит в Иоанна, третьей главе. родился свыше для духовных миров. Was born from the heavenly. Бог Отец восхотел, родил Он нас God the Father словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком Его существования. И Яков говорит в 1 главе 18 стихе, 1 главе 18 стихе, родившийся от Бога, born of God свыше, from the heavens. такой человек мыслит духовно. This person thinks about Рожденный the от Бога побеждает мир. born of God defeats Рождение свыше от Бога — это the burning of the heavens очень важно. is very important. На весы поставить небо и ад. This is to put heaven and hell Мы не увидим Царство onto Божье, weight. We will not see the если не heavens родимся if we are свыше. not born of the heavens. Почему это духовное? Why is this spiritual? Сверхъестественное явление называется новым рождением Because this is called new birth или возрождением. or new reinformed. Нужно нам этой проповеди. In this type of preaching we must. Я хочу, I would like to say чтобы мы знали, that we would know почему оно так нужно нам. why it is so needed to Потому us. что наш диагноз — Because our diagnosis, мы мертвы. we're dead. И вас мертвых по преступлениям And as dead by commitment и грехах ваших, and by our sins, Бог богатой милостью, God by His great по kindness своей великой любви, and by His great love, который возлюбил нас, which He has и loved нас us, мертвых по and преступлениях, us death by deeds, оживотворил со Христом. He has come back. Благодатью alive мы through Christ. спасены. By righteousness we are saved. Итак, два раза апостол Павел And therefore описывает twice нас Apostle Paul writes как to us мертвых. like that we are dead. Поэтому нам необходимо Therefore we must лечение. be healed. Бог оживил нас. God has Лечение от этого and this type of оживотворил со Христом. has come through Christ. Вы никогда не сможете пережить You will not be полноту able to fulfill any type of righteousness непостижимой любви Божьей к without the себе, love of God если не увидите ее if you do not see it в отношении within вашей прошлой of your past мертвенности. death, По причине ее великой любви к нам by which it's of great love Он to нас us. оживил. He has made us alive. Раньше мы не имели духовной In the past жизни. we weren't able to have a spiritual Потом life, Бог нас вывел but then God из has led us состояния духовной out of the мертвенности. death Мертвенности. of death. Теперь мы живы. And now we are alive. Это то, что Иисус сказал, This is that Jesus has что мы said, должны родиться от Духа. that we must be born of the Spirit. Дух же творит. The Spirit Итак, мы fulfills. можем сказать, And therefore we can что say рождение свыше, that birth from the heavens оживление происходит
от богатства Божьей благодати и великой Его любви. Ефесянам 2:4. Эту любовь Нового Завета, эту любовь Бог проявляет своей невесте. Он нашел ее мертвой. Иезекииль говорит, 16 глава, 4 по 8 стих. И позволил своему сыну умереть за нее, а затем уже творил. И он будет иметь ее вечно. И я даю им жизнь вечную, говорит Иисус. И не погибнут вовек. И никто не похитит их из руки моей. Иоанна 10:28. Это Бог говорит через Сына. Евреям 1:2. Ибо Иисус говорит в Евангелии, слова, которые я говорю, это не мои, а Отец говорит, пребывающий во мне. Так что Бог дает жизнь вечную, а не человеку. Это мы должны знать. Почему рождение свыше необходимо? Первое, без нового рождения мы мертвы по грехам и преступлениям. Мертвы обозначает безжизненные. Не имеется в виду безжизненно физически или морально. Мы двигаемся и подражаем миру. У нас есть плотские страсти, и мы следуем за желанием плоти и ума. Второе, без нового рождения мы по природе дети гнева. Ефесянам 2:3. Вы были по природе чадами гнева, как и прочие. Без нового рождения человек сам проблема. Его природа самая глубокая проблема. Давид говорит, вот беззаконие я зачат, и во вреке родила меня мать моя. Псалом 57 стих. Таким я родился по плоти. Моя природа эгоистична и себялюбивая. Она ловко внимает других моих. Таким образом, мы видим, что природа, она требовательная и ловко винить других в моих проблемах. Третье. Без рождения свыше мы любим тьму и ненавидим свет, сказал Мессия. Иоанна 3, 19-20. Суть же состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет заповедей Торы и свет учения Христа. И делающие зло ненавидят свет, ненавидят свет заповедей, свет Христа, свет всякого Слова Божьего. Любовь и ненависть активно действуют в невоздержанном сердце. Они действуют в противоположном направлении. Ненавидеть то, что должно бы любить, и любить то, что должно ненавидеть. Четвертое. Без рождения свыше наши сердца черствые, как камень. Наше невежество, оно уходит корнями в жестокое и упрямствующее сердце. В Римлянам 1 главе 18 стихе Павел говорит, что истинно мы подавляем неправдою. Пятое рождение свыше. Без рождения свыше мы не в состоянии покоряться Богу или угодить Ему.
Or to do his will. Римлянам 8:7-8. Потому что плотские помышления суть вражда против Бога. Ибо закону Божьему не покоряются, да и не могут. Те, кто не рождены свыше, они не имеют Святого Духа, а имеют только плоть. Рожденный от плоти есть плоть, а рожденный от Духа есть Дух, сказал Иисус Иоанна 3:6. Павел указывает, что без Духа Святого наш разум настолько противится Божьему закону Торе, что мы не покоряемся всем заповедям Торы, хотя нам говорит, что все в соблюдении заповедей Божьих и жизнь вечная. Только рожденный свыше, получивший Духа Святого, такой человек, такой народ смогут соблюдать все заповеди Торы, покоряющими закону Божьему. Евреям 8:10, Римлянам 8:4. Шестое, без рождения свыше мы не в состоянии принять Евангелие. Павел говорит, душевный человек, невозрожденный человек плотский, не принимает то, что от Духа Божьего, потому что он почитает это безумием и не может разуметь, потому что всем надобно судить духовно. Когда Павел говорит «душевный человек», не может разуметь, он имеет в виду, что сердце настолько ожесточено для принятия их, что ум их оправдывает непокорность сердца, представляя это безумием. Ожесточение настолько полно, что сердце на самом деле не в состоянии принять того, что Духа Божьего, закон Божий. Для этого, чтобы человек пошел путем всех заповедей Торы, Бог должен родить его именно свыше, расширить его каменное сердце, как сказано в Псалом 118, 32. И тогда он потечет путем заповедей. Седьмое. Без рождения свыше мы не можем прийти к Христу или признать Его Машиахом. Только рожденный от Бога может признать, что Иисус есть Мессия. 1 Иоанна 5:1. Никто не может назвать Иисуса Машиахом, если ему не открывается это Богом Отцом. Марка 16 глава. Никто не может назвать еще Иисуса Машиахом, как только Духом Святым. В Иоанна 6 главе Иисус 3 раз повторяет, что никто не может прийти к Нему, если не привлечет Его Отец. Когда же это привлечение приводит человека в живое соединение со Христом, мы называем это новорождение. Те, кто рождены свыше, они могут сказать вместе с Павлом, да и все почитают тщетным ради превосходства познания Мессии Иисуса. Ради Него я отказался от всего. Все почитай за ссор, что приобрести Машиаха, ибо в Нем вечная жизнь. И все духовные благословения. Филиппийцам 3:8. 8. Восьмое. Без рождения свыше мы рабы греха. Римлянам 6:7. Павел благодарит Бога, что мы были прежде рабами греха, от сердца стали послушны тому образу учения, которому предали себя. Раньше мы настолько любили грех, что не могли его не оставить, не убить, потому что то случилось. Произошло новое рождение. Бог вызвал нас к новой духовной жизни, дал нам новую природу, которая ненавидит грех и любит праведность, пока Бог не пробудил нас от духовной смерти
и не даст нам духовной жизни, которая находит радость в уничтожении греха и жажде святости, мы, рабы, не можем освободить себя. Вот почему необходимо новое рождение Бога.